Ассалом, ман Гуланор Атобек, роҳбари Алифбонк ҳастам. Дар чорабинии кору бор оиди хушнудӣ ва хушҳолии кормандон суҳбат мекунем. Ҳамаи шуморо дар чорабинӣ интизорем. Талантливого человека. Это не самое главное. Самое главное его там удержать. То есть как они удерживают этих талантливых ребят, и тем самым они достигают каких-то там невероятных успехов. Да? Они что делают? Они создают вот именно эту благоприятную среду для сотрудников, о которой мы сегодня будем говорить. Сначала посмотрим на статистику. То есть по статистике счастливый человек, то есть этот термин я буду использовать для того, чтобы сказать, что это сотрудник, у которого благоприятная среда на работе. Да? Счастливый сотрудник, он получается на 12% продуктивнее несчастливого. При этом уровень стресса у него ниже на 23%. Это приводит к тому, что рентабельность компании увеличивается на 21%. То есть это международные исследования, разные, да, на самом деле, исследования. Но самое важное, текучесть кадров меняется, то есть снижается на целых 202%. Сейчас у кого-то в голове будет, ну, текучесть кадров это не количественный показатель, не финансовый, да? На самом деле нет. Мы как бы для того, чтобы нанять правильного сотрудника и обучить его, тратим на самом деле много ресурсов, которые, может, не видно с первого взгляда, но на самом деле это как бы некая черная дыра, куда уходит на самом деле очень много и финансовых средств тоже, да. Кроме того, что это нервы и время как бы сотрудника, там еще есть куча расходов. Потому что вы никогда не найдете двух очень похожих идеально людей. Вас никто не может сделать счастливым. Это прям... То есть это как вот человек не хочет учиться, ты не можешь заставить, да? Не сможешь. Здесь то же самое, если вы сами не готовы принять все эти блага, которые вам дает компания, если вы не готовы что-то менять, если вы не готовы принимать, счастливым вы не будете, потому что в любой вещи можно найти минусы. Идеального чего-то не существует, всегда будут плюсы и минусы. Если вы зацикливаете на плюсах, вы видите все хорошее, вы счастливы. Первое – это тайм-менеджмент. Что мы этим хотим сказать? То, как вы правильно распределяете свое время на свои задачи. Да? И, соответственно, это начинается с фокуса на какие-то, скажем так, приоритетные задачи. Далее это влияет на ваше счастье. Это снимает, то есть если вы делаете свою работу продуктивнее, более эффективно, ваш уровень стресса снижается, вы более счастливы. Да? Второе, что влияет, это коммуникация. То есть насколько коммуникация выстроена в компании, это очень важно тоже. В той компании, где выстроена правильная коммуникация, сотрудник себя чувствует счастливее. Почему? Потому что он как минимум знает, что от него хотят. То есть идет четкая коммуникация, что от него требуется, что он должен делать. С другой стороны, это коммуникация между сотрудниками. И если наладить правильную коммуникацию, получается, сотрудники, опять же, у них меньше стресса, они больше понимают друг друга, уровень доверия повышается и конфликты уменьшаются. Следующий фактор, который влияет, это вот благополучие там, среды, благоприятная среда, о которой мы сегодня как бы в целом будем говорить. Что она подразумевает? Она подразумевает, что вы находитесь в той среде, где вам комфортно работать. Как определить, вот среда вам нравится или нет? Если вы утром проснулись и бежите на работу, значит вам среда нравится. Если вы утром проснулись и находите 1000 причин, почему вы не пойдете сегодня на работу, значит ваша среда вам не нравится. Нужно далее думать, почему. То есть, что можно поменять, да, чтобы она вам начала нравиться. И четвертый фактор – это постоянное обучение. Мир, он не стоит на одном месте, да, и мы тоже с этим миром должны меняться. Но даже если себе представить, что в мире бы не было изменений, вот сейчас на вступительной речи мы говорили о том, что быстро, прям технологии, все меняется. Даже если предположить, что это была бы какая-то константа, которая не меняется, все равно мы не являемся самой лучшей версией себя никогда. Всегда есть нет предела совершенству, всегда можно что-то в себе улучшить. Свои навыки, знания, какие-то новые скиллзы, да, там, изучить. Поэтому как бы этот фактор, он очень важный. Вот для меня лично на работе важно, насколько я меняюсь на этой работе, что я нового изучаю, что я новое начинаю понимать и делать. Да? Для меня вот этот фактор, он самый основополагающий. То есть если работа, моя работа, там, мне никогда не скучно, в общем, заниматься работой, где я чему-то новому учусь. И все остальные 3 вещи я могу на такой работе, где мне не скучно, сама сделать.
То есть я и сделаю свой тайм-менеджмент правильным, и общение с коллегами будет правильным, и создам сама себе вот эту благоприятную среду. Поэтому для меня лично четвертый фактор, он на самом деле самый такой важный. Теперь посмотрим только на рабочую среду, потому что сегодня мы собрались больше поговорить об этом. Из чего состоит рабочая среда? Это, конечно, физиологическая, да, часть. То есть как мы себя чувствуем. Я не знаю, вот я когда пришла, очень сильно была удивлена, что Насим прибегал и говорил, у нас 15 минут зарядка. То есть это вот в здоровом теле здоровый дух. Это не зря сказано, да? Поэтому какие есть программы, которые именно улучшают физическое здоровье сотрудников? Второе – это ваше психологическое, да, состояние. То есть насколько вы чувствуете себя комфортно, насколько вы не раздражены, насколько вас не раздражают все, кто рядом находится, да? Насколько вас не раздражает работа. Вот это все тоже важно. И работодатель, он должен думать, как снизить психологическую нагрузку, как создать среду, в которой психологическое здоровье человека тоже правильное. И социальное благополучие – это из таблицы Маслоу можно вспомнить, что после того, как ты решил проблему с желудком и одеждой, да, ты начинаешь думать о своем статусе. Ну и, соответственно, тебе очень важно, какую роль ты занимаешь в компании, уважают тебя, не уважают другие, да, вот эти все социальные аспекты. Лучшие практики говорят, что, то есть в лучших практиках что используется для того, чтобы улучшить благоприятную среду создать. Да? Это гибкий график. Но здесь хотелось бы сказать, что не каждая из этих вещей будет подходить каждой компании. Это тоже нужно помнить, особенно что касается графика. Допустим, у нас есть коллеги, которые занимаются непосредственно обслуживанием клиентов. То есть они не могут сделать себе гибкий график, потому что клиент приходит с 8, допустим, до 8 вечера, да, с 8 утра до 8 вечера, соответственно, максимум, что мы для них делаем, это кто-то начинает раньше, кто-то начинает позже. Чтобы вот в этот период с 8 утра и до 8 вечера в офисе кто-то был, кто обслуживает клиента. А у кого-то это можно сделать, да, там. То есть те профессии, где человек непосредственно не коммуницирует с клиентом, он может быть, днем спать, ночью работать. Создать какой-то гибкий график очень проще. Да? Программы по управлению стрессом можно внедрить. Это у нас, например, это понимание, да, но я об этом чуть позже скажу. Провести обучение для руководителей по поддержке команды. Руководителей нужно обучать постоянно, как работать с командой. Приведу себя в пример, опять же. Я работала до этого в другой компании, где у меня там есть 13 лет опыта работы как руководителя, но моя команда максимум составляла 20 человек. И это были 20 человек, которые одношерстные, скажем так. Да? То есть у них понимание были одинаковые, ожидания были одинаковые, и мне сделать счастливым было легче. Переходя в банк, я получила команду на тот момент 900 человек. И они совершенно разные. Получается, каждого направления, там внутри одной команды могут быть разные люди. Да? И получается, ты постоянно должен обучаться тому, что как ты работаешь с каждым человеком по отдельности, такой реально индивидуальный подход. И этому нужно учить всех руководителей. И, конечно, признание достижений сотрудников. Любой человек хочет, чтобы хоть кто-то ему сказал спасибо за то, что он делает. Это самое минимум, что можно делать, да? Сказать спасибо вовремя. Ну и не просто спасибо, чтобы это было как галочка, а сказать спасибо за и сказать за что. Человек понимает, что вы оценили. Вот так же, и в компаниях нужно поощрять те достижения, которые есть у каждого человека. И можно это делать от уровня команды, то есть внутри команды там поощрять кого-то, до самой команды, да, там, отдела, управления и прочее. Давайте посмотрим именно на программу благополучия, скажем так, с точки зрения Алифа. Что у нас есть в Алифе? Как пример. Вот самое первое, наверное, что хотелось бы отметить, это всегда первое впечатление. Когда вы приходите в компанию, какое у вас формируется впечатление. Чтобы, скажем так, задобрить наших новых сотрудников, мы им дали welcome box. Да? То есть таким способом мы им хотим сказать добро пожаловать и в то же время показать, что они являются уже частью команды. То есть они, чтобы, грубо говоря, это можно сказать, те вещи, которые тебе нужны в работе, которые тебе сразу говорят, что вот все, тебя приняли,
на каждый день рождения мы дарим подарок. И понимая, что мы можем дублироваться в подарках, понимая, что мы можем подарить не то, что ему нужно, у нас есть список подарков, и ты можешь сам себе выбрать. То есть за пару дней до своего дня рождения ты заходишь на сайт HR и выбираешь, что тебе должны подарить. Очень удобно. Я, например, в этом году взяла себе сертификат на книжку. То есть я еще и могу выбрать, какую именно книжку. Да? И в этом есть некий скрытый смысл. Книжку я, если буду изучать, полезное получит в том числе и моя компания. Мы устраиваем, конечно же, тимбилдинги. Тимбилдинги у нас абсолютно разные. Это выезды на природу. Мы устраиваем всякие кулинарные мастер-классы, арт-терапии, пейнтбол, футбол, боулинг. Да, там. Ездим там в Софегану, на Варзон, там. Еще у нас Хафткул, Искандаркул и много мест, где, опять же, Насиму не лень возить людей. Вот. Ребята проводят вместе время, и это очень тоже важно. Опять же, скажу с точки зрения компании, для чего компания тимбилдинг. Смотрите, когда вы, например, у нас сейчас такое время, когда мы больше общаемся, там кто-то по почте, кто-то по телеграмму, да, там нету физического контакта, либо его очень мало. Когда мне пишет человек, который, я его не знаю, ни разу не видела, пару раз здоровалась, да, мне очень сложно ему ответить. Первое, что я делаю, я начинаю думать, как бы, в каком формате написать, как поздороваться элементарно, да, там, что мне ему сказать, там. И вы начинаете сначала готовиться к этому, тратить время, потом вы пишете длинное приветствие, длинный там текст самого сообщения, да, чтобы обрисовать картину, потом сказать, что к чему вы пришли, еще даже до свидания будет такое длинное. А если вы человека знаете, этого не будет. Вы ему просто скажете, да, привет, там оказывается, вот в этом была проблема, я вот это сделал, ладно, пока. И вы не готовитесь еще к тому, чтобы это все сделать, то есть не тратите время на какую-то подготовку. Вот эти тимбилдинги, они помогают сближать. И в этом году еще на что мы делали акцент, что если две команды работают над одинаковыми задачами, то есть задачи из одной команды уходят в другую, да, чтобы они долго не ждали, чтобы все отвечали, мы поощряем то, что команды едут вместе на тимбилдинг. То есть получается, знакомство идет не внутри одной команды, а между разными командами, что тоже приводит к тому, что они в дальнейшем уже будут быстрее общаться. То есть для компании плюс вот это. Ну, про счастье сотрудника после тимбилдинга я как бы не буду, да, там останавливаться. Лояльность руководителей. То есть у нас руководители очень много времени тратят на сотрудников. Это и как проведение каких-то общих тренингов. То есть я могу взять какую-то тему, подготовить тренинг, провести этот тренинг для всех, кто желает. Нету добровольно-принудительного. Да? Хочешь приходи, не хочешь не приходи. Руководители делают то же самое, то есть они выбирают какую-то тему, проводят по этой теме тренинг. Но кроме этого есть on-job тренинг, да? То есть когда ты должен прям сесть с человеком и ему объяснить, прям во время процесса, скажем. Это мы тоже как бы делаем. И это очень сильно помогает, опять же, в сближении руководителя с командой. Но он в то же время делает эти тренинги не только для своей команды. То есть это можно читать тренинги совсем для другой команды. Награды, то, что я сказала, каждый человек, он как бы хочет, чтобы его оценили, да, то есть за достижения. У нас есть еще такая веселая номинация, то есть мы награждаем, там официально даем сертификат, и там идет какое-то смешное название. Да? Это мы тоже делаем. Ментальное здоровье, то, что у меня на слайде ранее было, я сказала, мы работаем с Понимаю, и чуть позже скажу. У нас есть команды, особенно некоторые, где очень много стресса. Я их стресс разделяю как бы по цепочке. Да? Есть команда фронта, то есть это те, которые принимают клиентов. У них кто попадается, там, клиент, у которого было хорошее настроение, тот клиент, который пришел ругаться. Да? Далее по сложности для меня идет команда ЦДО. То есть это команда, которая отвечает на звонки и на чаты. Там уже более-менее обращаются к клиенту, у которых уже проблема. То есть они в большинстве уже немного раздражены, когда обращаются. И самая сложная работа – это у команды, которая занимается кредитами, которые ушли в просрочку. Там вот 90% или может даже 95% это человек, который готов с тобой поругаться. Но он уже просрочил свой кредит, там, у него настроение плохое, да, там. И у них очень стрессовая работа, общение как бы с клиентами. Все равно они все молодые ребята и пропускают, да, через себя.
Я не говорю, что у остальных команд стресса нет. Я имею в виду, у этих команд для меня стресса больше, чем у других, которые непосредственно работают с другими коллегами. И вот мы запустили сайт «Понимаю» для своих ребят, где они могут общаться с психологами, с профессиональными. Что хорошо, по сути, вы можете даже видео не включать. Можете там свое имя написать там цветочек. Цветочек. То есть на той стороне человек как бы не знает, кто вы. И вы можете вот душу свою изменить. Учитывая, что там психолог, он, конечно, через себя не будет пропускать вашу информацию, зато даст какие-то отдельные советы, да? Потому что это все-таки профессиональный психолог. И учитывая как бы активность ребят, как они этим пользуются, мы видим, что это им интересно. Арт-терапия, она у нас есть как часть тимбилдинга, где нужно собрать группу людей, так и можно делать арт-терапию просто, кто хочет, то есть это получается люди совсем из разных команд, которые хотят вот на этот момент, чувствуют, что им нужно, чтобы им провели там какую-то сессию, и они выплеснули, скажем так, весь свой это вот для них. Кстати, как арт-терапия, есть еще вот съездить в тимбилдинг, куда-нибудь в горы и поорать, да? Тоже хорошая вещь. Вот все планирую, что съезжу. И у нас есть ивенты, которые для наших маленьких алиповцев, для наших детей, то есть для них мы тоже устраиваем там кулинарные мастер-классы, арт-терапии в офисе, просто в офисе, там, скажем так, показываем им нашу работу, да, там, и пытаемся их вовлечь тоже в процесс, осчастливить, потому что их счастье есть счастье их родителей, которые у нас работают. Да? И здесь вот хочу отметить, что если у вас есть желание там пройти, как это называется, если вы хотите просто экскурсию там для какой-то группы провести у нас в банке, просто свяжитесь со мной и организуем. Мы как бы для разных школ, да, университетов там, проводим экскурсию у себя в банке, показываем, как работают разные команды. Это просто я сейчас вспомнила, как я говорила. Ну, другие ивенты, что мы еще делаем? У нас есть терраса. Мы ее красиво оформили, мы там можем посмотреть вместе фильм, поиграть в мафию, другие такие настольные, скажем так, игры. Вот. Вместе ходим в детские дома, в дома престарелых. Это все тоже очень сильно сближает. И вот это вот социальный фактор, да, о котором мы говорим, этого тоже касается. И вопрос возникает, кто же этим всем занимается? Вот познакомьтесь, у нас есть такая должность happiness manager. Вот у нас Василий, наш главный happiness manager, и его двое друзей. Они втроем все время и думают, как бы еще осчастливить народ в Алифе. У них тоже доступ к психологам есть. И еще что у нас есть? У нас есть помощник по культуре, по вопросам культуры. То есть мы, корпоративная культура, я еще там где-то в начале об этом говорила, про корпоративную культуру, это очень-очень важный фактор. Это на самом деле основа, та база, на котором строится все здание. Если оно кривое, здание упадет. Если оно некачественное, здание упадет. Это нужно помнить. Поэтому, как бы, в Алифе, вот, мне кажется, по крайней мере, вот, реально я в этом уверена, что все держится на этой культуре. Все-все-все держится на культуре. Да, у нас есть контроли, процессы и все прочее, но если не будет той корпоративной культуры, которая есть, это все может развалиться. У нас есть такие ценности. Вот самая важная наша ценность – это манчун алифам. Да? Алиф – это такая буква алфавита, просто в виде черточки. То есть она говорит о том, что самое важное для нас – это честность. Второй мы говорим алиф азманас, да? То есть алиф мой дом. То есть я буду относиться к алифу точно так же, как к своему дому. Мы говорим гайдиодбием, то есть мы необычные. Мы стараемся во всех процессах использовать что-то, необычно подумать, необычно решить проблему. Имбруза стирус векторам, то есть я сегодня лучше, чем вчера. Да? То есть в это мы заложили именно стремление стать лучшей версией себя, постоянное стремление. Векторов не стам, то есть я не безразличен. Все, что вокруг меня происходит, я буду замечать, и там, где нужна моя помощь, я обязательно подставлю свое плечо. Да? Это, кстати, касается еще и чего, что вы, когда замечаете, что ваш коллега неправильно что-то делает, вы обязательно к нему подойдете и об этом скажете. У нас вот, наверное, с чем ассоциируется алиф, это слово фидбэк. То есть у нас культура давать фидбэк. У нас есть фидбэк-румы.
почти на каждом этаже, где можно уединиться, там вдвоем и пообсуждать. Фидбэк же не означает, что я там прилюдно что-то могу грубо сказать. Фидбэк даже не означает, что вы в отдельной комнате можете грубо сказать. Да? Фидбэк, он должен быть конструктивный, потому что вы его делаете для того, чтобы кто-то стал лучше, не для того, чтобы его задеть, не для того, чтобы его обидеть, а чтобы он стал лучше. Поэтому вы ему будете конструктивно говорить. Вот это я считаю неправильным, да, допустим. И почему неправильным? Обосновать. Но это все еще будет неконструктивный фидбэк, если вы не дадите решения. То есть если у вас нет предложения, как это решить. И вот бейтараф несам для меня вот это, что ты везде, получается, смотришь, или там вот, это касается и бытовых каких-то моментов, старушку через дорожку перевести, да, там, это тоже бейтараф несам. И окиминавсам это получается, это касается, конечно, не того, что я не ворую, да, но с другой стороны это касается самодисциплины, что я все, что как бы от меня зависит, я всегда буду делать, я буду делать себя лучше. Это вот этой части тоже касается. И прогресс не бывает без ошибок. Здесь очень важно понимать, что ошибка — это не когда я просто биометикадам, да, то есть я, грубо говоря, забила, и поэтому произошла ошибка. Ошибка — это когда вы очень старались, но из-за того, что у вас где-то не хватало знаний, где-то не хватало понимания, да, там произошла эта ошибка. В таких ситуациях мы не наказываем, мы наоборот, из принципа бейтараф несам, то, что я не безразличен, мы помогаем коллегам исправлять такие ошибки. Вот. И помощник, получается, мне нужно было объяснить вам принципы, чтобы говорить про то, что помощник, его задача заключается в чем? Он некий амбассадор всех сотрудников. То есть, если у вас есть какие-то проблемы, вы можете всегда подойти к нему. Вопрос харассмента тоже решает этот человек. У этого человека есть право не говорить даже мне, кто, допустим, пришел с проблемой. То есть, у него есть независимость, самому проанализировать, где нужны камеры, посмотреть, где еще что-то и принять решение. И таким образом мы пытаемся как бы защитить своих сотрудников от того, что какие-то там, скажем так, неправильные действия, да, там, по отношению к ним в компании осуществляются. Ну и как самое, то есть благополучие сотрудников, что делает? Улучшает производительность труда, да, снижает стресс, снижает текучесть кадров. И повышает удовлетворенность сотрудника своей работой. Спасибо большое. Теперь вопросы. Пожалуйста, вопросы. Можете писать точки, пожалуйста. Очень хорошо было время. Вопрос вот, сказать, что как вот настроить работу, сделать так, чтобы сотруднику понравилось. То есть решать проблему, чтобы сотрудник у него не было выгорания, у него не было спокойствия работы, что такое. Бывает ли такое у вас, например, вы решаете над этим проблемой, но бывает то, что у вас у самого, то есть становится сложно. Руководителями. Да. Хорошо, поняла вопрос. То есть, насколько выгорание у меня возникает из-за того, что я пыталась какие-то проблемы решить. Да. И вот как вы в таких ситуациях решаете свои проблемы? Да. Спасибо за вопрос, очень интересный. Особенно первое время в Алифе, у меня это было часто. Я уже упомянула, у меня в предыдущей компании был опыт работы с другими людьми, да, которые там похожи были, там, и, наверное, я лучше понимала их, потому что сама была аудитором, они были аудиторами. Что происходит на самом деле? Тебе хочется поистерить, но в этот момент ты понимаешь, что ты не имеешь права поистерить. И вся проблема решается. То есть, что я делаю? Я дальше иду и читаю что-то, что помогает мне осознать и понять конкретно эту ситуацию. И я возвращаюсь к человеку с решением. Это, как знаете, у меня, наверное, всегда идет сравнение, как вот поведение родителя и детей, да? То есть дети, когда истерят, если вы в ответ тоже поистерите, ничего хорошего из этого не произойдет. То есть я считаю, что я все-таки, у меня полномочий больше, у меня из-за этого ответственности больше, то есть у кого больше прав, у него больше ответственности, да? Из этого принципа я понимаю, что я не могу в этот момент поистерить. И на самом деле ответ на любой вопрос, на любую ситуацию можно сейчас найти в интернете. Я начинаю с тем же ChatGPT общаться, да, там, начинаю какие-то книжки, которые мне советуют, там, посмотрю, почитаю, послушаю. Я в последнее время читаю редко, я слушаю в основном.
И потом нахожу ответ. И самый важный фактор, чтобы в этот момент вы не истерили, то есть вы сказали: хорошо, я над этим подумаю, вернусь. Потом ушли. Первое, успокоились, потом сделали то, что я сказала, и вернулись уже с решением. Но я знаю одно, что все, кто как бы не понимал меня, скажем так, инициировал вот эту ситуацию, когда мне хотелось поистерить, со временем они отходили, они лучше меня понимали, и в будущем они вообще не создавали никаких вопросов вообще. То есть они в этом процессе учились тому, как они могут найти ответ сами. И они уже даже ко мне не приходили. Здесь очень важный момент, что вы должны расти ту культуру, где он может это сказать. Когда он вот поднял вам вопрос, да, там, вы потом опять решаете, он опять поднимаете, он решаете, это хорошо. Потому что он не молчит и не грызет себя там внутри, и не, как это сказать, не создает негатив, который потом все равно заражает всех вокруг. Он говорит об этом. Вот проблема, когда не говорят. Потому что я, во-первых, не экстрасенс, чтобы понимать, что у человека проблема. Да? Во-вторых, я не могу решить проблему, о которой я не в курсе. Поэтому главное растите культуру, в которой он скажет. А дальше уже с тем, что он сказал, всегда можно найти. Очень редко бывает, что человек, вот как я говорила, из-за того, что он сам не готов принять блага этого мира, да, то есть он закрывается, он демотивируется от всего, что ты делаешь, очень редко такие люди будут попадаться, и они будут понимать, что они просто не в том месте. Они либо перейдут на какую-то другую работу, либо уйдут из организации. Это будут очень-очень редкие кейсы, когда вот человек просто понимает в итоге, что они там. То есть его не вы делаете несчастным, а то, что именно эта работа не для него. Понимаете? И он, конечно, в итоге либо уйдет, либо чаще всего, то есть большинство, скажем, может 1% уйдет. Остальные 99 в процессе, что вы пытаетесь им помочь, они как бы уже принимают вот эту информацию от вас, да, позитив от вас и меняются.